На Кавказе разгорается очередной фальшивый конфликт. Сперва ФСБ убивает 2 людей в Алберис и стравливает чеченцев и ингушей, что им, кстати говоря, не удалось и не удастся. Затем Рамзан Кадыров якобы объявляет кровную месть, но при этом он говорит, что он ждет доказательства непричастности Керимова и там других к подготовке покушения на него. То есть он говорит, что будет сперва разбирательство и только потом кровная месть. Причем кровная месть, он говорит на русском языке, чтобы все это понимали, без перевода и так далее, и чтобы это придало такую резонанс, громкость этому всему. Некоторые даже западные русскоязычные средства массовой информации не обратили внимания и просто тупо начали повторять ту пропаганду, которую ФСБ им бросила. Затем так называемый глава Дагестана ответил Рамзану Кадырову, что он будет. И такое создается впечатление, что идет какой-то между ними конфликт. На самом деле конфликт они собираются разжечь между нами, простыми чеченцами, простыми ингушами, простыми дагестанцами. Между нами вбивают клин целенаправленно. Те люди, которые убивали чеченцев, дагестанцев, ингушей на протяжении всего этого 21 века начавшегося, уже четверть века они нас убивают, репрессируют, уничтожают. Эти люди теперь хотят нас стравить. Представьте себе, люди, которые убивали нас и заняли такие высокие посты, служат в Москве, теперь они хотят нас стравить, чтобы мы друг друга убивали. Одновременно с этим пиар-ходом убивают 3 ментов в Ингушетии, затем взрывается заправка, скорее всего взорванная, где погибают 4 людей. Одновременно с этим, обратите внимание, в Украине ведется такая же пропаганда против чеченцев, в частности, и такие экзотические пропагандисты, как Золкин и Карпенко, прямо оскорбляют военнопленных и, более того, оскорбляют весь чеченский народ, переходя с этих военнопленных на всех чеченцев. Карпенко работает не на Украину. Золкин работает не на Украину. В этом я уже нисколько не сомневаюсь. Одновременно с этим, когда эти 2 деятеля начинают набрасываться на весь чеченский народ, который, кстати говоря, почти 100% поддерживает Украину с первых дней, мы не говорим про коллаборантов, предателей, которые убивают чеченцев в первую очередь, а говорим про народ, чеченский народ. И им, Карпенким, разным этим Золкиным, начинают отвечать Абдурахманов, Ломаев, кто там еще, эти все про-КГБшные деятели, которые здесь занимаются пророссийской пропагандой, начинают отвечать. Таким образом, они вбивают клин между чеченским и украинским народом. Чеченские и украинские народы – 2 братских народа. Мы стали братьями по горю, по несчастью, по борьбе, общей борьбе. У Залужного и Сырского на столе стоят книги Джохара Дудаева. И мы делаем одно дело. Боремся против русского империализма, русской фашистской империи. И таким образом мы приходим к тому, о чем мы предупреждали уже. Несколько лет мы уже говорили о том, что русские, потерпев поражение в Украине, они знают, что они его потерпели. 2 года уже они сообщают, что мы зря просто занимаемся мясными штурмами. То есть через полгода они поняли, что они победить уже не могут. И получается, что выводя эти бандформирования из Украины, эта негативная энергия, которая накопилась у людей, которые очень недовольны Путиным, что не смогли победить украинцев, что не смогли за 3 дня взять Киев, эта вся негативная энергия направляется на Кавказ. Более того, русские, все эти пропагандисты, нам сообщают, что Запад готовит Майдан в Москве и, как мы понимаем, теперь в Украине. Они готовятся не в Украине, на Кавказе.
Они готовятся к Майдану, так сказать, сами его придумали, и сами же начинают к нему готовиться. И так было всегда, еще во время НКВД, КГБ, всегда там где-то английская рука, где-то там западные там шпионы и так далее, и так далее. А воля народов, которые хотят жить свободно, никогда в России не учитывалась и не бралась в расчет. Фактически они создают хаос для того, чтобы, если же они не смогут удержать Кавказ, и на Кавказ освободиться, придут свободные силы, то Запад увидит, что мы грыземся между друг другом. Ингуши, чеченцы, дагестанцы, чеченцы, там, 3-е, 10-е, может, они сейчас объявят, что фактически Кадыров объявляет о независимости, он становится свободным, 3-е, 10-е, этот сценарий мы тоже рассматриваем, и в этот момент и здесь, на Западе, симулякры под видом ичкерийцев, они возвращаются домой, и все вместе объявляют там независимость и борются